Слушай, а ты вот не считаешь, что все-таки татарская кухня, она очень сильно калорийная, нет? Ну, естественно, она очень калорийная, но, несмотря на это, безумно вкусная. Как патриотично ты сейчас ответила. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Как всегда, мы приготовили для вас новый оригинальный рецепт, и сегодня о нем расскажет очаровательная певица Регина Тимирбулатова. Регина, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья, Руслан. Сегодня я пришла к вам не с пустыми руками. Я принесла вам в подарок. Куштенеш. Куштенеш. Этот куштенеш очень символичный. Сейчас на дворе у нас декабрь, и поэтому я принесла вам декабрист. А декабрист, он цветет именно в декабре. И совсем скоро будут цветочки уже. И совсем скоро, поэтому я передаю тебе этот цветок. Ухаживай за ним, поливай. Большое спасибо, Регина. Спасибо. Регина Тимирбулатова, певица, родилась в Казани 10 августа 1994 года. Окончила отделение сольного пения Казанского музыкального училища имени Аухадеева. Сейчас является студенткой первого курса Казанской государственной консерватории имени Жиганова. Регина – победитель и призер многочисленных конкурсов и фестивалей, которых в ее биографии около 30. Среди них «Созвездие Йолдызлык», «Звонкие голоса», «Сандугаш Кердек Умилья», «Ягымлы яз», «Татар мыңы» и многие другие. Совсем недавно она приняла участие в таких крупных проектах, как мюзикл «Алтын Казан» по музыке Эльмира Низамова и «Наемщик» по Салиху Сайдашеву. В настоящее время Регина Тимирбулатова записывает песни, снимает клипы и активно гастролирует. Регина, расскажи, пожалуйста, нам, с какими рецептами ты к нам пришла? Сегодня, Руслан, мы с тобой будем готовить два татарских национальных блюда. Это губадия, королева татарской кухни, и небольшое лакомство к чаю, которое называется тотла. И именно с тотла мы с тобой начнем сегодняшнюю нашу работу. Кстати, ну я ни разу не помню, по крайней мере, чтобы я готовил губадия, тогда понятно, но вот тотла на самом деле, мне кажется, очень сложно готовиться. Расскажи, какие ингредиенты. На самом деле, тотла готовится очень легко. За 10-15 минут это блюдо мы с тобой приготовим. Первый ингредиент – это пастила, это яблочная пастила. Второй ингредиент – грецкие орехи, курага, вареная сгущенка и масло. Я тебе доверяю ответственную работу. Нужно измельчить орехи для начала. Ты берешь пакетик, складываешь туда орехи и скалочкой их раскатываешь. А я в это время займусь нарезкой кураги. Отлично. Регина, ну мой традиционный любимый вопрос. Мы немного поговорим с тобой о кухне. Расскажи нам, какие блюда любишь готовить? Готовить меня научила моя давани, моя бабушка Розалия. Она 30 лет проработала поваром на вертолетном заводе. Она готовит очень вкусно. Еще нигде и никогда я не пробовала такие вкусные блюда, которые готовит она. И вот сейчас я ее прошу, чтобы она, когда у меня есть свободное время, когда есть свободное время у нее, научила меня готовить татарские национальные блюда. Ну, губадью это она тебя научила? Губадью, да. Губадью мы с ней учились готовить вместе. Она рассказала мне все секреты приготовления этого блюда. Уже приготовление губадьи есть какой-то секрет? Конечно. Вот расскажи нам, самый главный секрет какой? Самый главный секрет, как она мне говорит, перед тем, как приступить к работе, во-первых, бисмилlah, сузеблян башлы смешно, и во-вторых, нужно забыть все негативные мысли, все проблемы, которые у тебя есть, и с чистым сердцем, с позитивными мыслями нужно приступать к готовке. Как мы сегодня. И именно тогда блюдо получится по-настоящему вкусным, оно будет приготовлено с душой. Регина, орехи у меня готовы. Очень хорошо. Тогда, если они готовы, мы пересыпаем их в это блюдечко. Ну, все остальное у нас готово уже, да? То есть можно перемешивать? Готово, да. Можно перемешать вареную сгущенку и четверть кусочка масла. Сливочного? Сливочное, да, обязательно сливочное масло. И перед этим нужно, чтобы оно маленько оттаяло, чтобы легко было перемешивать ингредиенты. Слушай, а ты вот не считаешь, что все-таки татарская кухня, она очень сильно калорийная, нет? Ну, естественно, она очень калорийная, но, несмотря на это, безумно вкусная. Как патриотично ты сейчас ответила. Руслан, я нарезала курагу. Так, добавляем. Добавляем это в нашу миску и тихонечко перемешиваем. Пока ты перемешиваешь, я расстелю пастилу.
И сейчас мы ровным слоем выкладываем нашу начинку на пастилу. Ну, давай так, выкладывать начинку буду я. Все-таки в гостях у нас певица и песня. Какие песни, во-первых, ты поешь буквально в 2 словах? Песни я пою, Руслан, разные. Очень люблю «Иске татар халык жырлары». На концертах, на всяких мероприятиях я пою также и эстрадный репертуар. А сейчас для тебя и для наших телезрителей хотелось бы спеть песню из репертуара великого композитора Сары Садыковой на слова Сибгата Хакима «Сусау». Күңелемдә минем туган як, бигрәк тә якын шул син, кырларың өстеннән искән, җилләргә хәтле сусыйм, тезләнәм шишмәләреңә, бетми тик сусау гына, мин бәхетле бары тик син, бәхетле булсаң гына, мин бәхетле бары тик син, бәхетле булсаң гына. Регина Тимирбулатова сегодня с нами. Молодец, Регина. Очень красивая песня, очень красивая. Но я тебе раскрою секрет нашей программы. Если во время готовки мы исполняем красивые песни, то блюдо получается 100% вкусным. И прямо сейчас мы наконец-то на финальной стадии приготовления татла заворачиваем. Сейчас мы с тобой заворачиваем. Давай все-таки я тебе доверяю. Но сразу мы с тобой полакомиться этим блюдом не сможем. Обязательно на Ждем бабушку? полчаса, в холодильнике? на полчаса, на час нужно поставить тотлы в холодильник. Через час начинка схватывается и ее получается удобнее нарезать. Поэтому отправляем наш рулетик в холодильник. На тарелочку. То есть вот этот тот самый красивый татлы, который мы видим обычно уже готовый, разрезанный, да? Он будет чуть позже. Ну а сейчас вот основная пока форма. Отправляем ее в холодильник и затем начнем готовить губадию. Татлы. Для начинки смешали курагу, орехи, сгущенное молоко и сливочное масло. Получившуюся массу равномерно распределили на листе яблочной пастилы, скатали в трубочку, заморозили и нарезали. Дорогие телезрители, вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». Сегодня нас готовит очаровательная певица Регина Тимирбулатова. В первой части программы мы уже приготовили первое татарское блюдо – татла. Оно у нас в холодильнике. И сейчас переходим к классической вкусной татарской губадье. Но самое главное все-таки в этом блюде, мне кажется, тесто. Самое главное – это тесто. Тесто я подготовила заранее. Тесто у нас дрожжевое. Пока я буду заниматься тестом, тебе, Руслан, я доверяю нарезать яйца. Так, отлично. Приступаем. Приступаем. Ну и расскажи нам немного о себе, Регина. Ну, во-первых, где ты родилась? Сразу ли стала певицей? Родилась я в Казани. Обычно все, когда спрашивают, где я родилась, ждут, что я скажу, что я из какого-то района, но нет. Но ты, наверное, из какого-то района Казани? Я из какого-то района Казани, но уже в котором в 5-6 поколении я коренная жительница Казани. Музыкой я начала заниматься очень рано, с 5 лет. То, как я поступила в музыкальную школу, тоже довольно-таки забавный, интересный случай. В 5 лет, в конце августа, мы с мамой пошли записываться в кружок хореографии. Но, к сожалению, все группы были переполнены, нас не взяли. И, идя домой, по дороге домой, мы увидели музыкальную школу и подумали, почему бы туда не зайти. И действительно, нас с радостью приняли туда, и уже в 5 лет я училась в 1 классе музыкальной школы на факультете хорового пения. Также параллельно обучалась игре на фортепиано и вокалу.
Во время учебы в музыкальной школе я очень активно участвовала в различных музыкальных конкурсах, фестивалях. И даже в 2010 году, как активного одаренного ребенка, наше Министерство культуры отправило меня в центр, в лагерь «Артек». Ты была в Артеке? Я была в Это же Артеке. мечта была моя. Ну, я не знаю, это мечта многих. Вот такой подарок мне сделало наше Министерство культуры, чему я им безумно благодарна за это. Тесто я разделила на 2 одинаковых кусочка, и сейчас мне нужно их раскатать. Для этого Так, я скалочку, прошу у тебя пожалуйста, да. скалочку, рахмет. Так, это нам пока не нужно. Это нам пока не нужно, пока Регина, я буду ну вот про раскатывать. Артек у меня еще был вопрос. Туда же в основном, в большей степени едут талантливая молодежь. И ты как талантливая певица, наверное, не только там отдыхала, но и выступала. Конечно, у нас была необычная смена. Там были дети из 50 стран мира. Представляешь? Певцы, актеры, танцоры. Нас собрали в одну смену для того, чтобы мы делились опытом, общались. Мы общались на разных языках. В моем отряде были дети из Ливии, из Грузии и из Италии. С кем ты поддерживаешь отношения? Я поддерживаю отношения с девочкой из Ливии. Мы с ней переписываемся, иногда созваниваемся, поддерживаем отношения. Регина, давай сейчас представим, что нашу программу, а скорее всего она ее посмотрит, смотрит твоя подружка из Ливии. И у тебя есть уникальный шанс передать ей музыкальный привет. Elmeli tunlarını biz giymedik. Elle yeşillik, elle yülerlik. Uzğan ömürlerini biz sizmedik. Bakım iken, yumşakım iken, şanıyımның kulları, Salavat köpürüp onun yergen yolları. Akşabata ağıyık, şabata başı kıyıp, sızılıp gitken karamıyık, nişi köbersin kıyıp. Akşabata ağıyık, şabata başı kıyıp, sızılıp gitken karamıyık, nişi köbersin kıyıp. Бегу рахмет, Регина, молодец, молодец. Рахмет. Ну, я вот заметил, поешь ты народные песни. Ведь не зря музыкальное училище. Ты пошла именно на народное, да? Да. Факультет. Я закончила Казанское музыкальное училище имени Аухадиева с красным дипломом. Факультет татарское народное пение. Руслан, первый слой нашего теста готов. Нужно Так. сейчас его выложить на сковороду, но перед этим Сейчас мы смазываем растительным его маслом. растительным маслом. Обязательно. Регина, расскажи нам, пожалуйста, кто был преподавателем в музыкальном училище? В музыкальном училище моим преподавателем по вокалу была народная артистка Республики Татарстан, хормейстер нашего ансамбля песни и пляски Республики Татарстан Гараева Венера Хасановна. Венера Хасановна научила нас секретам исполнения настоящих исконных татарских песен, за что мы ей безумно благодарны. И большой привет. Так, мы продолжаем готовить губадю. Итак, первый слой. Первый слой мы с тобой складываем на нашу сковороду. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Самое главное, чтобы тесто у нас не порвалось. Ну и затем слоями выкладываем начинку, И да? слоями выкладываем Первый слой начинку. Первый это- слой традиционно карт. Так. Вот так вот аккуратненько мы с тобой выкладываем первый слой карта. Затем у нас После того, как мы выровняли первый слой, обязательно нужно его посыпать ложечкой сахара. Так, пожалуйста. Одной ложки достаточно, да? Одной ложки будет достаточно, да, потому что карт и так сладкий. Так, Регина, Вот ну так мы узнали, вот. что ты закончила музыкальную школу, Да. музыкальное училище. Музыкальное училище. Но ведь потом было еще одно учебное заведение. После музыкального училища, Руслан, я поступила в
Казанскую государственную консерваторию имени Жиганова. Также на вокальное отделение на факультет артист музыкального театра, где я сейчас учусь. Рис мы положили, следующим слоем мы кладем яйца, потом снова рис, дальше изюм. А дальше мы поговорим про конкурсы. В каких интересных конкурсах принимал участие? Принимала участие в разных конкурсах, и в городских, и в республиканских, и в международных. Одним из самых ярких, я считаю, конкурсы, фестивали «Созвездие Йолдызлык», в котором я не раз становилась победительницей, лауреатом первой степени. Были интересные конкурсы «Татар мыңы», «Татар кызы», «Калфаклы сандугаш». То есть во всех конкурсах, которые проходят у нас в Татарстане, я успела принять участие. А вот когда ты идешь на конкурс второй раз, например, Йолдызлык, ты же уже выиграла. Для чего идешь еще раз? Понимаешь, Руслан, конкурс – это не всегда цель. Пойти на конкурс не всегда победа. Конкурс – это прежде всего большая школа для человека, это опыт, и всегда хочется проверить свои силы вновь и вновь. Именно поэтому люди ходят на конкурсы снова и снова, для того, чтобы проверить себя и свои силы. В том числе, как известные шеф-повара тоже принимают участие в кулинарных конкурсах. Для чего? Не для того, чтобы же научиться, да? А для того, чтобы получить удовольствие. Мы тоже сегодня получаем громадное удовольствие и готовим вкусную габудию. Видишь, я заранее уже сказал. Да, габудия не может быть невкусной. Следующим слоем мы выкладываем изюм. Вот, кстати, у нас вот кусочек масла остался. Мы весь его, да? Да. Будем использовать. Этот кусочек мы с тобой порежем на маленькие кусочки и распределим по всему верхнему слою, для того, чтобы габудия пропиталась и была более сочной и вкусной. Но мне кажется, секрет вкусной габудии как раз-таки вот в сливочном масле. Потому что некоторые хозяйки используют его очень уж много, нет? Некоторые, кто-то, знаешь, кто-то совсем не кладет масло, кто-то его кладет очень много. Главное знать меру, и тогда блюдо получится очень вкусным. Ну, разве ты не знаешь татарскую пословицу? Габудию маслом не испортишь. Пока ты выкладываешь масло, я буду делать верхний слой для нашей габудии. Так, а сахара не будем больше добавлять? Нет, сахара достаточно, потому что да? Сверху изюм, он довольно-таки сладкий. Регина, хотела тебя спросить. Я, кстати, часто тебя видел на концертах Хамдины Темиргалиевой. Да. Вы выступаете вместе на одной сцене. Это совпадение? Хамдина Паблян, мы очень часто работаем вместе, на многих площадках, мы часто вместе гастролируем. Познакомились мы 2 года назад, когда поехали на Сабантуй в республику Коми. Именно тогда мы с ней нашли общий язык, мы с ней подружились, и после этого очень часто ездим вместе. Для меня Хамдина Апа – это большой пример. Человек, который в любой ситуации, в любой момент может тебе помочь. Например, я звоню: Хамдина Апа, вот мне предложили такую песню, как вы думаете, стоит ли ее взять, поймет ли ее народ? И она в любом случае ответит тебе на вопрос, посоветует, что надеть на сцену, с какими авторами сотрудничать. То есть для меня Хамдина Апа – это такая опора и пример по жизни. Пример человека, на которого стоит равняться. Руслан, наш верхний слой готов, поэтому нужно аккуратненько его сложить поверх габудии, чтобы закрыть. Вот так вот мы его сложили и аккуратненько начинаем защипывать. Самый ответственный момент. Самый ответственный момент. Так, я доверяю тебе. Регина, ну и расскажи, пока у нас еще есть немного времени, вот о своей творческой жизни. Конечно же, это гастроли, съемки. Недавно сняли мой первый клип в июле на песню «Хаватла», на музыку Нияза Валеева, слова Эльвиры Сафиной. И вот сейчас на днях мы приступаем к съемкам моего 2-го клипа. Еще, Руслан, я хотела сказать, что я принимала участие в мюзикле нашего молодого композитора Эльмира Низамова «Алтын Казан». Там я пела вместе с Эльмирой Калимуллиной, Филюсом Кагировым, Алиной Шеребжановой, Айдаром Сулеймановым. И в прошлом году также я была солисткой музыкальной драмы «Наемщик» на музыку Салиха Сайдашева, которая проводила наша Казанская оперная студия. Также мы пели там вместе с Айгуль Хайри и Филюсом Кагировым. Но я чувствую, что твои самые-самые лучшие творческие подвиги еще впереди. Аллах верста. А тем временем мы готовы к тому, чтобы отправить габудию в духовочку. Регина, говорим бисмилля рахман рахим, открывай. Бисмилляхи рахман рахим.
И ставим нашу губудью на примерно час в духовку. А в нашей программе час проходит очень быстро, поэтому буквально через мгновение мы попробуем оба наших блюда. Губудия. Готовое дрожжевое тесто разделили на две неравные части. Большую раскатали и выложили на смазанную растительным маслом сковороду. На тесто выложили слоями начинку. Первый слой корт, который мы присыпали сахарным песком, затем слой риса, рубленые вареные яйца, снова рис и изюм. На начинку сверху выложили кусочки сливочного масла, закрыли крышечкой и защипали края. Приготовленную губудию посыпали сладкой крошкой и поставили в разогретую духовку на 1 час. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Регина, все у нас готово, мы начинаем пробовать. Самая Какое? ответственная Какое? часть. Мы пробуем, наверное, мы с тобой Губудию. начнем с губудии. Предлагаю тоже взять так большой кусочек. Можно и Внимание. руками. Руками всегда вкуснее. Ну Это как? я должен был сказать. Ну как тебе, Руслан? Регина, очень вкусно получилось. Вот настоящая домашняя губудия. Именно такая она и должна быть. Молодец. Спасибо большое. Мы пробуем татлы, Мы пробуем второе наше блюдо, татлы, которое дожидалось нас в которое холодильнике. дожидалось нас в холодильнике, которое Внимание. пропитывалось. Пропиталась и удалась. Очень Очень вкусно. вкусно. Кстати, хотел еще сказать про этот замечательный десерт, который готовится очень быстро Очень быстро, и да. удивит любого гостя, который придет к вам домой. Поэтому, друзья, советую татлы, очень вкусно. И очень быстро, самое главное. Запиваем мы все вкусным татарским чаем. Регина, большое тебе спасибо за оба эти вкусных блюда. Они действительно сегодня удались. Не только благодаря твоим кулинарным навыкам, но и, конечно, тому музыкальному настроению, которое ты сегодня на нашей кухне создавала. Руслан, большое спасибо за приглашение. И в заключении нашей программы хочется тебе и всем нашим телезрителям подарить еще одну песню. Песня из моего репертуара «Яратам». Мен сені шул қадар сағындым, мен сені шул қадар яратам. Йылдызлы түннен соң айтырсың, сен болып ата бұл жәйгі таң. Сен бит айда, йылдызда қиялда, сен жүрген нұр болып сарылған. Юқтыр ла менім кебек яратқан, юқтыр менім кебек сағынған. Сен бит айда, йылдызда қиялда, сен жүрген нұр болып сарылған. Юқтыр ла менім кебек яратқан, юқтыр менім кебек сағынған. Для вас готовили Регина Тимирбулатова и Руслан Шарапутдинов. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока.